Глава Коми Сергей Гапликов поручил правительству республики максимально оперативно организовать работу по выполнению решений президента, озвученных в обращении к жителям страны в связи с ситуацией по коронавирусу. Владимир Путин акцентировал внимание на обязательном выполнении социальных гарантий, внедрении новых механизмов поддержки самых уязвимых категорий граждан. Это семьи с детьми, те, кто оказался на вынужденных больничных или рискует потерять работу. Глава государства озвучил ряд мер, направленных на сохранение ситуации на рынке труда, на поддержку малого и среднего бизнеса. Как подчеркнул Сергей Гапликов в обращении президента, это руководство к действию. В целях предотвращения быстрого распространения инфекции в стране президент принял беспрецедентное решение объявить следующую неделю нерабочей, причем с сохранением заработной платы. Однако мы с вами продолжаем работать. В усиленном режиме мы держим ситуацию под контролем и выполняем все те мероприятия, которые с вами определили. Нам необходимо сделать все для того, чтобы все сферы, отвечающие за жизнеобеспечение, работали без сбоев. Это также касается жилищно-коммунального комплекса, медицинских учреждений, аптек, магазинов, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости и, конечно же, медикаментами. В республике в максимально короткие сроки должна быть организована работа, необходимая для выполнения всех решений президента. О результатах доложить лично поручил Сергей Гапликов. Ситуация с коронавирусом может внести коррективы в празднование 75-летия Победы. Этот вопрос участники заседания рассмотрели отдельно. Министр культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми Сергей Емельянов сообщил, что ведомство уже сейчас разрабатывает несколько сценариев праздника. Окончательное решение по формату мероприятий, посвященных Дню Победы, будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране. Юбилей Победы – праздник особенный, и готовиться к нему мы начали далеко заранее. Но понятно, что программа празднования разрабатывалась задолго до того, как возникла непростая эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции. Конечно, время до 9 мая пока есть, и я думаю, что мы все вместе приложим максимум усилий с тем, чтобы нейтрализовать угрозу. Но еще раз необходимо сегодня начать проработку другого сценария, параллельно варианта проведения мероприятий на тот случай, если все-таки ситуация будет вызывать угрозу и не улучшится к тому времени. Это не означает, что праздника не будет. Все должны понимать, что это для нас особый праздник. Это значит, что необходимо продумать иные формы проведения юбилейных мероприятий с соблюдением всех тех требований, которые будут актуальны на момент организации проведения праздничных мероприятий. К 75-летию Победы по поручению главы республики из бюджета дополнительно будет выделено 50 миллионов рублей на ремонт жилья ветеранов, еще 20 миллионов на санаторно-курортное лечение и оздоровление. До 5000 рублей увеличен размер разовой республиканской выплаты труженикам тыла. Правительством также прорабатывается вопрос о предоставлении выплат детям войны, если они не получают иные меры поддержки, сообщает пресс-служба главы Республики Коми.